Наш эфир продолжает актуальное интервью. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Тема финансовой грамотности очень актуальна в настоящее время. В феврале текущего года в Якутии открылся региональный центр компетенций по финансовой грамотности. Сегодня об этом и не только мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии Виктория Захарова, директор финансово-экономического колледжа имени Фадеева. Виктория Александровна, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте, уважаемые телезрители, здравствуйте, Иван. Ну вот что касается вот этого центра компетенций финансовой грамотности, расскажите, пожалуйста, в чем заключалась основная цель и задача создания такого центра? Действительно, мы с вами понимаем, что вопросы повышения финансовой грамотности на сегодня являются очень актуальными. И финансовый аспект затрагивает, по сути, все стороны жизни каждого человека. А финансовая грамотность влияет на финансовое благополучие человека, на его финансовый потенциал и в целом определяет экономическое развитие нашей страны. А с учетом развития цифровых технологий и динамики, той динамики, которая на сегодня имеется, соответственно, каждый человек еще дополнительно должен обладать цифровой финансовой грамотностью. Сегодня в республике работают два стратегических документа в сфере повышения финансовой грамотности. Это стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации и региональная концепция повышения финансовой грамотности в Республике Саха-Якутия. Большое количество заинтересованных структур реализуют мероприятия по финансовой грамотности. Это федеральные и региональные органы власти, органы муниципального управления, общественные организации, финансовые институты, образовательные организации. Они проводят большое количество мероприятий, большей частью работает со своей целевой аудиторией. И куратором всех мероприятий является Министерство финансов Республики Саха-Якутия. И в силу необходимости координации всех этих мероприятий с целью повышения финансовой грамотности населения в нашей республике возникла необходимость создания регионального центра компетенции по финансовой грамотности. В ноябре прошлого года было издано распоряжение правительства Республики Саха-Якутия о создании этого центра на базе финансово-экономического колледжа. Основной целью этого центра является повышение уровня финансовой грамотности населения и содействие формированию ответственного и разумного поведения каждого гражданина нашей республики в рамках финансовой грамотности и, соответственно, защиты прав его как потребителей финансовых услуг. Вот если говорить о функционале центра, то каким образом центр выполняет все-таки функцию по консолидации и информированию общества? Да, Иван, спасибо. Центр у нас разрабатывает и распространяет информационные материалы, проводит образовательные мероприятия, координирует все мероприятия на территории нашей республики, а также проводит оценку и мониторинг уровня финансовой грамотности населения. Руководит работой центра координационный центр по финансовой грамотности при правительстве Республики Саха-Якутия, председателем которого является председатель правительства нашей республики Андрей Владимирович Тарасенко. Буквально недавно, 23 марта, состоялось заседание Координационного совета, на котором был принят план работы регионального центра. В частности, были в нем обозначены такие направления, как постоянное информирование населения нашей республики в сфере финансового просвещения посредством использования различных форматов. Это конференции, это олимпиады, это конкурсы, это онлайн-лекции, причем и другие тематические мероприятия. Причем это в план включились как и республиканские мероприятия, так и всероссийские мероприятия для различных целевых аудиторий. Кроме того, в план вошли также такие мероприятия, как координация деятельности волонтеров финансового просвещения. У нас их насчитывается в республике порядка 30, которые прошли обучение как в Университете Банка России, Высшей школе экономики, финансовом университете. И кроме того, один из основных аспектов нашего плана является внедрение основ финансовой грамотности в образовательный процесс. Сегодня точно можно сказать, что 100% образовательных учреждений нашей республики, это школы и профессиональные образовательные организации, внедрили основы финансовой грамотности в образовательный процесс. Где-то это как отдельная дисциплина, где-то это интегрировано в учебную дисциплину, а где-то это как внеурочная деятельность. Кроме того, в плане обозначены мероприятия по взаимодействию с всероссийскими центрами развития финансовой грамотности и другими региональными центрами. Также в рамках центра проводится обучение, методическое сопровождение педагогов, школ и профессиональных образовательных организаций совместно с региональным методическим центром по финансовой грамотности, созданным также на базе финансово-экономического колледжа. Ну и, конечно, тот мониторинг и оценка, о котором я уже говорила. Вот, что касается мониторинга, хотела спросить, что показывают последние данные, каков уровень финансовой грамотности населения республики на сегодняшний день?
Министр финансов нашей республики Валерий Алексеевич Жандоров очень часто приводит оценку уровня финансовой грамотности населения. Он говорит, что по уровню знаний наша республика находится в показателе ниже среднего, а по уровням навыкам установок находится как показатель выше среднего. Но надо отметить, что в течение последних нескольких лет идет тенденция к увеличению уровня финансовой грамотности населения. Это наша основная задача как регионального центра компетенций. Исследования ежегодно проводит Национальное агентство финансовых исследований, поэтому в каждом субъекте Российской Федерации. Давайте чуть подробнее поговорим о работе центра. Какие основные мероприятия проводятся? Какие основные мероприятия? В первую очередь, вообще перечень мероприятий достаточно широкий. В первую очередь хотелось бы подчеркнуть, что еженедельно проводятся онлайн-лекции для населения нашей республики, которые проводят волонтеры финансового просвещения, консультанты, методисты Министерства финансов Российской Федерации, Национального центра финансовой грамотности, Ассоциации развития финансовой грамотности по различным направлениям, по всем элементам финансовой грамотности. То есть это личное финансовое планирование, это инвестирование, это пенсионное накопление, это финансовые риски, финансовая безопасность, финансовое мошенничество. И анонсы вебинаров у нас еженедельно размещаются на сайте регионального центра Финграм-Якутия.ру. Кроме того, постоянно проводится обучение, методическая поддержка педагогических работников, что я говорил. И буквально недавно, 26 марта, у нас завершилась 9-я республиканская телевизионная олимпиада по финансам экономике среди обучающихся 11 классов. И причем хочется отметить, что эта олимпиада удостоена и отмечена наградой Российской Федерации как лучшее ивент-мероприятие по финансовой грамотности среди школьников. А главным призом победителя является целевое обучение в финансово-экономическом институте Северо-Восточного университета по специальности экономика и анализ данных, которые реализуются совместно с Высшей школой экономики. Да, действительно, телевизионная олимпиада прошла. Какие еще необычные по формату мероприятия планируются в ближайшем, может быть, будущем? В марте месяце мы провели фестиваль здоровья, вернее, явились партнерами фестиваля здоровья «Мы инвестируем в будущее», который проходил в микрорайоне Марха на базе 3 образовательных организаций. В частности, я выступала волонтером финансового просвещения на базе учеников на базе 9 и 11 класса. И знаете, меня приятно удивило и вдохновило, что наши дети знают и понимают основную терминологию по финансовой грамотности. У 70% детей имелась банковская карта, и они понимают и знают, как пользоваться этой банковской картой. Кроме того, мы сейчас продолжаем проводить фестиваль семейный в Кангаласском улусе, тоже также по финансовой грамотности. И буквально на следующей неделе у нас проводится семейный фестиваль финансовой грамотности «Семья. Инвестиция в будущее», который пройдет в онлайн-формате. Это удобный, действительно очень удобный формат, когда вся семья, не выходя из дома, в удобное для них время может посетить наши локации. Это лекции, это вебинары, это финансовые игры, это мастерские. Очень-очень много тематических мероприятий. Причем выступают спикеры не только из нашей республики, но и из других регионов Российской Федерации. И, пользуясь случаем, хочу пригласить жителей и гостей нашей республики принять участие в нашем фестивале. В прошлом году мы проводили аналогичный фестиваль и даже приняли участники из других регионов. Действительно, прошлый пандемийный год принес в работу очень многих государственных учреждений такой формат работы, как онлайн-формат. В каком формате превалируют мероприятия вашего центра? То есть это исключительно вебинары и онлайн какие-то мероприятия? Или можно прийти лично, пообщаться, послушать лекции и, на бумаге все это со специалистом обсудить? Но действительно, пандемия внесла небольшие коррективы, и мы большей частью сегодня проводим онлайн-мероприятия. Но хочу также сказать, что в рамках фестиваля финансовой грамотности будут проводиться небольшие офлайн уже мероприятия, в частности, допустим, на базе смарт-библиотеки или Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия. Расскажите, а как организована работа по взаимодействию центра с профильными какими-то учреждениями и государственными органами власти?
Я уже говорила, что принимает огромное количество структур в мероприятиях по финансовой грамотности. Это Министерство финансов Республики Саха-Якутия, это Министерство образования и науки Республики, это отделение Национальный банк по Республике Саха-Якутия, Управление пенсионного фонда, Управление Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора, это банки Алмаз Эргиенбанк, Почта банк, это финансовая организация Беге Капитал и другие, ну и плюс волонтеры финансового просвещения. И первое, вот не то что первое, такое масштабное, скорее всего, взаимодействие у нас сейчас состоится в рамках фестиваля финансовой грамотности. И хочется вот отдельно буквально отметить наше взаимодействие с Национальным банком по Республике Саха-Якутия, который организует онлайн-уроки по финансовой грамотности. Это является отличным практическим инструментом для проведения занятий в образовательных организациях. Кроме того, эти онлайн-уроки также проводятся для взрослого населения, как грамотный инвестор, а также для пенсионеров. И тут же сразу вам скажу, что по итогам 2020 года Банк России отметил Республику Саха-Якутия как лидер в реализации проектов по финансовой грамотности. А это совместная работа всех участников данных мероприятий. Не секрет, что одной из самых незащищенных групп населения в плане финансовой грамотности являются, к сожалению, пенсионеры. Есть ли какие-то специальные программы, направленные именно на обучение, переобучение, донесение информации именно для таких людей? Да, Иван, спасибо за вопрос. Действительно, мы сегодня активно общаемся с школой активного долголетия. Мы направили вот несколько наших образовательных проектов в адрес школ, и сегодня у нас в 15:00 будет обсуждение этих образовательных проектов. Я уже упомянула, что Банк России проводит образовательные мероприятия. В рамках нашего центра тоже предусмотрены фестивали, предусмотрены тематические занятия для этой категории пенсионеров. Действительно, тем более мы и в социальных сетях сейчас смотрим, и в средствах вообще в целом массовой информации о том, печально слушать такую информацию, когда население у нас попадается на всевозможные вот эти мошеннические уловки. Естественно, и плюс еще есть такой вопрос, как цифровая финансовая грамотность для пенсионеров. Поэтому мы стараемся работать по этим направлениям. А конечно, насколько охотно, самое главное, пенсионеры идут вам навстречу? То есть востребованы это? На самом деле они идут охотно. Когда мы обратились в школу активного долголетия, давайте мы для вас онлайн-занятия проведем. Они сказали, нет, мы к вам придем. Вы нам только скажите, когда мы придем, когда к вам подойти, мы к вам придем обязательно. Плюс они сказали, что среди лиц серебряного возраста есть волонтеры финансового просвещения. Поэтому мы только рады этому сотрудничеству и, конечно, будем взаимодействовать. Виктория Александровна, я благодарю вас за эту беседу. Огромное спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо, Иван. Это было актуальное интервью, но финансовой грамотности населения нам рассказала Виктория Захарова, директор финансово-экономического колледжа имени Фадеева. Берегите себя, носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.